Помнишь, ты мне в апреле посоветовал, чтобы отвлечься от работы, надо увлечься девушкой? Помню, было такое. Теперь посоветуй, как мне отвлечься от вот этих девушек и приступить к работе вообще. Я не знаю, тебе надо как бы увлечение какое-то найти, может, больше чему-то внимания, больше уделить. Вот, к примеру, вот ты как следишь за модой по удмуртке в последнее время? По удмуртке я, в принципе, только знаю модмы. Вот. Тоже неплохо. Ну, тогда я тебе предлагаю посмотреть на команду, которая будет сейчас выступать, а это команда Гичбург-Гламур. Встречайте! Дамы и господа, любимые зрители, уважаемое жюри, на ковер приглашается команда Гичбург-Гламур. Встречаем! Стоп. Уважаемые зрители, разрешите заявить протест. Нам в команду был саботирован засланец. Или заслан саботажник. Он, пользуясь тем, что у нас в финно-угорской корне, срывал нам все репетиции. Итак, как это было? Как ты сценарий потерял? Ой, у меня голова. Никто мой садик не видел? Ой, юбочка расстегнулась. А теперь замедленная видеосъемки. У меня голова болит. Никто мой садик не видел? Ой, юбочка расстегнулась. Так, Оля, Дима, снова Дима, опять Дима, Дима, заводской КВН, теперь их 3D. Так, команда, приведите саботажника. Ну что, давай, колись. Все отсажал, все исправлю. А нас из-за тебя, начальнику цеха, на ковер вызывали. С нежным, мягким ворсом. Ну так нормально, что ли, сходить. А кто мне в сумочку кота посадил? Вот кот нормально на ковер сходил. К КВНу толком из тебя не подготовились. Так, давай теперь участвуй в мозговом штурме. Так, тема. На ковер вызываются ассоциации все. Думаем. Можно я? Давай. Красная ковровая дорожка, вручение Оскара, звезды Голливуда, гламурненько. Молодец. Татами. Было уже? Где? Да у начальника цеха, в кабинете. Кот ведь и там. Как зовут? Кота? Вася. Тебя как зовут? Вася. Вася. Гуляй, Вася. Дальше думаем. Ковер-самолет. Ага. Летели. И опять залетели, да? Клещи. Что? В коврах живут паразиты. Пылевые клещи.
Прыщи домашней пыли – одна из самых частых причин астмы. Эти паукообразные живут в матрасах и коврах и питаются отмершими частичками кожи, которые человек теряет ежегодно в количестве 350-400 граммов. Ты что несешь? Да, вот принес. Мамочка. Истерички. Многие знают, что клещи похожи на своих хозяев. Полевой клещ охранника. На сцене молодых ребят. Полевой клещ музыканта. Полевой клещ президента. Здесь, в храме науки, чувствуется какой-то особый аромат. Ну так да, столовая же тут и буфет. У меня сынок глупенький спрашивает, а что Мама? это... Да. А что это за памятник стоит у входа к институту? Бюст? Да нормально все. Так вот, он и говорит, памятник Деду Морозу. Глупый. Я ему и отвечаю, сынок, это же Карл Маркс. Вот это правильно, да. Вообще-то, это Короленко. Не важно. Не важно. Я тут стишки набросал. Коротенькие. Из цикла «Ковровые страсти». Первый. Теща привезла ковер. Он 5 лет пылился. Ночью я его изгрыз. Молью нарядился. Следующий. Вызвал на ковер начальник, а меня все нет и нет. Не заманишь, хитрый дядя. Знаю, там лежит паркет. Последний. Я лечу, лечу, лечу в ковре на самолете. Буду долго вспоминать о своем залете. А сейчас песня.